Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Якутии создана доступная и удобная инфраструктура поддержки бизнеса. В Якутске и 15 муниципальных образованиях на постоянной основе работают центры оказания услуг «Мой бизнес». О деятельности центров и планах на перспективу расскажет гостья в студии Наталья Кашперская, заместитель директора Центра «Мой бизнес» Республики Саха-Якутия. Наталья Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какова главная цель центров «Мой бизнес»? Вы знаете, вы совершенно верно сказали о том, что задача государства – создать для жителей республики те самые благоприятные условия, которые позволят им развиваться в удобном для себя формате. То есть выбрать тот путь, по которому развивать свой главный жизненный проект – это себя самих. То есть выбирать, быть ли наемными работниками, как мы с вами, например, да? Либо все-таки открыть свое дело, нанять наемных работников и реализовывать проект своей мечты. Вот центры «Мой бизнес» по всей республике, они как раз и созданы для того, чтобы сделать вход в бизнес, первые шаги в бизнесе, наименее травмоопасными, если можно так сказать, для людей. Поэтому, конечно, мы стараемся работать в очень плотной связке с каждым жителем республики. Мы постоянно проводим опросы, задаем тон вообще диалогу, а не монологу. Все инициативы, которые у нас в республике реализуются, я вас уверяю, они идут снизу. То есть все координационные советы, все круглые столы, все мультимедийные проекты, они созданы по большому счету для одного, чтобы услышать, что нужно, чего хотят люди. И поэтому именно благодаря вот такому плотному диалогу власти и общества появились бизнес-инкубаторы в свое время в республике, появилась очень мощная система бизнес-образования в нашей республике, появилась возможность оказывать консультационные услуги абсолютно бесплатно людям, и есть возможность даже имущественно поддерживать их. Поэтому, конечно, Центр «Мой бизнес» – это ресурс уникальный. Не только в нашей республике он есть, но и по всей России, в каждом регионе. Поэтому, мне кажется, вот благодаря этому нацпроекту и тому, что сейчас унифицированы условия ведения бизнеса во всех регионах, наши предприниматели уже не чувствуют себя немного отдаленными от центра, ущербными, нам чего-то не додали, уже никто этого не скажет абсолютно точно, потому что все, что дается жителям республики Саха-Якутия, абсолютно столько же получают и жители Самарской, Ростовской и Вологодской области. Вот как вы считаете, можно ли научиться ведению бизнеса, так сказать, стать предпринимателем с нуля? Ну да, вы знаете, такое расхожее мнение существует, что «Ой, нет, я для бизнеса не рожден». Да, не либо дано жилка мне, должна быть. да, какая-то жилка предпринимательская. Я с этим в корне не согласна. Я думаю, что научиться можно абсолютно всему. И понимая это на протяжении уже более 2 десятков лет, мы пропагандируем, вообще Министерство предпринимательства, торговли и туризма пропагандирует раннее обучение предпринимательству. Мы подумали, что переучивать взрослых людей гораздо сложнее, согласитесь, чем учить молодых, тем более интерес к ведению предпринимательской деятельности, он в нашей республике очень большой. Поэтому у нас уже вышло 3 учебника под авторством наших якутских ученых, интеллектуалов, людей, которые работают в бизнес-образовании. Вот. И эти учебники сейчас распространяются по всей России, между прочим. И поэтому наши школьники якутские, они всегда имели возможность, если есть в этом потребность, изучать основы предпринимательской деятельности, делать первые шаги в бизнесе, пробу пера, делать под неусыпным контролем и учителя, и куратора, и родителей, и представителей от Центра «Мой бизнес». Поэтому щадящие условия для школьников у нас абсолютно точно созданы. Это первая позиция. Вторая, конечно, мы играем. То есть первые шаги в бизнесе лучше сделать через игру. Если у тебя не сформированы какие-то принципиальные позиции относительно ведения бизнеса от природы, мы вам поможем их сформировать. Мы вам покажем, как думает предприниматель. Я всегда рассказываю в этом смысле фразу, вспоминаю, да, как Марк Твен говорил о том, что я очень люблю клубнику, но когда иду на рыбалку, я с собой беру не ее, а червей, потому что хочу поймать рыбу. Также и предприниматель, он же думает не о том, чего хочет он,
а о том, что хочет или может захотеть его потребитель. Поэтому научить всем этим вещам можно на таких вот легких проектах, как Мусустар, который в эти дни буквально у нас стартует, да, стартанул уже в Республике Саха-Якутия через игру. Вот у нас буквально сегодня Центр «Мой бизнес» проводит вообще супер классную акцию. Это отборочный этап на Мусустар. Не поверите, 240 молодых людей со всей республики ровно в 10 часов, то есть буквально через час, начинают бизнес-битву по всей республике, и мы выбираем лучших, самых активных, самых перспективных, которые уже умеют и знают, как монетизировать свои бизнес-идеи, приглашаем их сюда на мероприятие Мусустар. Ну и, конечно, такие проекты, как, например, дизайн мышления, генерация бизнес-идей, это все доступно в бесплатном формате для наших школьников и молодежи. Ну, вот вы рассказали об игровой форме. Вообще, с чего следует начать тем, кто только собирается открыть свое дело? Ну, мне кажется, что все равно, прежде всего, нужно изучить тот велосипед и понять, стоит его изобретать, либо он уже есть. Поэтому, конечно, нужно изучить весь опыт, который существует на данный момент. И, конечно, поговорить, узнать вообще, подходит это вам, не подходит, сделать, что называется, самоанализ себя. Поэтому прийти в Центр «Мой бизнес», мы находимся в центре города, на Кирова, 18, обратиться к опытным консультантам, задать абсолютно все вопросы, которые волнуют человека, получить на них ответы и для себя уже принять окончательное решение. Мое, не мое. И если мое, вам тут же, как маршрутизатор, дают путевку в жизнь и отправляют на бесплатное обучение по разным проектам, таким, например, как основы предпринимательской деятельности. Всего 2 дня, и за это время вы и сможете выбрать режим налогообложения и понять, как пройти эту точку безубыточности и прочие многие вещи. Угу. Вот вы рассказали уже об одном проекте, а вообще какие проекты вызывают наибольший интерес у начинающих предпринимателей и опытных предпринимателей, соответственно? Да, вы знаете, здесь у нас Центр «Мой бизнес» реализует программы корпораций малого и среднего предпринимательства Российской Федерации, которые разработаны Министерством экономического развития нашей страны. Это 2 таких больших проекта. Один рассчитан на опытных предпринимателей, это школа предпринимательства. Он длится целую неделю, то есть 5 рабочих дней методом погружения. Предприниматель, если хочет прокачать свой бизнес, что называется, сделать апгрейд ему, то, конечно, мы приглашаем всех. Такие проекты проводятся не очень часто, но они проводятся в течение года 3-4 раза. Можно попасть на эту группу, записаться, тоже абсолютно бесплатно, даже для опытных предпринимателей, и посмотреть на свой бизнес, что называется, со стороны. Я вас уверяю, даже о очень успешных предпринимателей, имена которых я не буду, конечно, называть, они всегда находят то, что было сделано неверно. И находят это сами. То есть очень хорошо, что не со стороны кто-то приходит и говорит: нет, ты делаешь все неправильно, я тебя научу. Человек должен самоанализ уметь делать, и вот именно проект «Школа предпринимательства», он об этом. Ну и есть такой проект, как «Азбука предпринимателя», на который тоже 5-дневный. Могут записаться люди, которые только первые шаги делают в бизнесе, либо еще вообще физическими лицами являются, но планируют заняться своим делом. Вот, они очень популярны. Это самые востребованные. Да. А какие новые образовательные проекты от Центра «Мой бизнес» ждут жители республики в этом году? Да, новых у нас много в этом году. Мы пошли по проектному пути, разработали модульные проекты, которые, я думаю, заинтересуют абсолютно всех и каждого. Ну, прежде всего, это для действующего бизнеса, для опытных предпринимателей. Я бы хотела назвать такой проект, как «Школа администраторов». Или «Школа управляющих для бизнеса». Это впервые реализуемые проекты на базе Центра «Мой бизнес». Общаясь с предпринимателями, проводя опросы, кстати, на днях такой опрос тоже запускается у нас на портале мойбизнес14.ру. Призываю всех предпринимателей пройти его и дать обратную нам
ну, как бы посмотреть на ситуацию с обратной стороны, чтобы мы корректировали и свою деятельность в частности, потому что эти опросы нам дают возможность подкорректировать программы, сроки обучения, дату организации этих курсов. Поэтому все для вас. Заходите к нам на портал, смотрите, отвечайте на вопросы, и тогда мы станем еще ближе друг к другу. Ну и кроме этого, новый образовательный проект, который в этом году будет, это «Папа-предприниматель». Мы его назвали «Бизнес-папа». Кстати, набор на этот проект откроется буквально на днях. Мы планируем его запускать уже в апреле. Набираем группу всего 30, по-моему, если я не ошибаюсь, 30 мужчин, у которых есть дети. Вот единственное условие, единственное ограничение, у вас должны быть дети несовершеннолетнего возраста, и мы вас ждем. Специфика обучения в коллективе только мужчин, она очень интересная, да. Вот они на одной волне, они не стесняются друг друга, они говорят на понятном им языке и, как показала практика, быстрее осваивают все необходимое и легче защищают свои проекты. Причем я хочу сказать, что в этом году, благодаря поддержке нашего министра Тимура Юрьевича Ханды, а вы знаете, что он в недавнем прошлом тоже был успешным предпринимателем, и он понимает все чаяния людей, которые в бизнесе, которые начинают его, а также поддержки нашего фонда развития предпринимательства. Вот у этих новых проектов, возможно, будет финансовая поддержка. То есть лучший из группы имеет возможность получить грант, невозвратные деньги, 100 тысяч рублей. Мы очень надеемся, что это все получится. Мы сейчас отрабатываем этот вопрос. Я пока не анонсирую, я просто говорю о том, что это, скорее всего, получится. Вот, и тогда есть возможность стать лучшим и получить эти деньги. Это ближайший проект апрельский. Дальше тоже будет интересно. Якутия мастеровая. Впервые курс для людей, которые занимаются народными художественными промыслами. Это будет май текущего года. Тоже группа небольшая, но мы хотим показать в этом курсе 5-дневным методом погружения очень хорошие мастер-классы от мастеров нашей же республики. Мы хотим сделать объединение усилий, то есть одна мастерица, например, мастерски это делает, извините за тавтологию, с бисером работает, вторая с костью, а третья с кружевом. Если это все объединить, может появиться какой-то шедевральный, наверное, продукт, который будет новым словом в народных художественных промыслах. Это май. Дальше не могу не сказать о том, что будет в июне. Будет проект «Бизнес-дети». Поэтому мы хотим призвать всех родителей. Мест тоже мало. Это будет очный формат на базе центра «Мой бизнес». Он будет тоже, скорее всего, 5-дневный, дневное пребывание. Но в течение дня, в течение 5 дней дети погружаются в бизнес-среду, что им позволит очень хорошо продвинуться в этом направлении вперед. Ну и последний вариант – малый бизнес для большой семьи. Традиционно для многодетных семей этот проект мы проводим осенью текущего года. Ну, такие разные, но не менее интересные проекты. Наталья Альбертовна, желаю успешной реализации Спасибо. всех этих проектов, ну и, конечно же, развития и процветания Центра «Мой бизнес». Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.